На встрече с руководителями крупнейших средств массовой информации республики на этой неделе Рустам Минниханов еще раз подчеркнул: чтобы стать конкурентоспособными, наши дети должны знать минимум 3 языка – русский, татарский и английский. Проблема качества преподавания языков в школе с каждым годом только обостряется. Я сам 10 лет изучал французский. Кроме «Cherchez la femme» и «Je ne mange pas ce jour» ничего не помню. Любой язык – это прежде всего средство коммуникации. Значит, наши дети должны учиться общаться, а не читать и переводить. Справедливые нарекания родителей сегодня вызывает и качество преподавания татарского языка. Ильзира Юзаева, татар телен иренде. Наш корреспондент Ильзира Юзаева изучала татарский. А заяц как у нас по-татарски? Куян. Куян. Вот прочитай про него. Эбек син ак куян. Татарский язык Олегу дается с трудом. За 3 года обучения он так и не смог научиться ни писать, ни читать, ни тем более говорить по-татарски. Выполнение ежевечерних домашних заданий для его родителей как наказание. В семье никто не владеет татарским, потому приходится искать учителей на стороне. Звоним друзьям, знакомым. Папа, потому что у нас по-татарски не понимает. Я сама вообще. Книжка вот для меня, если ему задают домашнее задание, там нет русского перевода, и я даже не знаю, допустим, это задание перевести или просто списать. На татарский язык у нас отведено 1, 2, 3, 4. Этих родителей объединила общая идея. Они все солидарны в одном. Татарскому языку, по их мнению, не место в школьной программе. По крайней мере, в том количестве, в котором его преподают. Они уже написали открытое письмо министру образования Андрею Фурсенко. В интернете это письмо нашло поддержку еще у сотни единомышленников. По подсчетам родителей, татарского в школе намного больше, чем русского. А вот в его необходимости родители сомневаются. Кто знает, где будут их дети через несколько лет? Возможно, далеко за пределами Татарстана. Зачем тогда нужен татарский язык? Ни для кого не секрет, что образование более высокого уровня в Российской Федерации проходит на русском языке. Принято очень сбалансированное решение, что русский язык и родной язык, они рассматриваются наравне. А русская литература, родная литература тоже наравне. Ничто не в ущерб другому. Удивительно, но среди подписавшихся под открытым письмом много родителей татар. Им тоже чем-то не угодил родной язык, отца и матери язык. Сейчас в 9 классе экзамен состоит из 3 частей. Мало того, что дети должны показать свои знания по грамматике, они должны уметь писать изложение. Если раньше они писали только изложение, и этого было вполне достаточно. И еще они должны написать мини-сочинение. И это все нужно успеть в течение 4 часов сделать. И это все мы должны успеть сделать за 2 часа в неделю по русскому языку, который у нас на сегодняшний день есть. Если даже он не татарин, некие навыки знания татарского языка ему пригодятся. Это его конкурентность. Вот это мы должны им донести. Но если ты татарин или чувашин или кто, у нас масса вот этих школ там разных, значит, ты должен сохранить свой язык. Это язык твоей матери. Язык матери надо знать. Кто-то дома учил язык, кто-то с кем-то дома разговаривает, а с кем-то не разговаривает. Роза Асылгараева еще помнит те годы, когда татарский язык изучали не только в школе, но и на каждом предприятии, заводах и фабриках. Это было обязательным минимумом. Золотое было время с 1994 по 1997 годы включительно. Были составлены учебные программы для всех возрастов и уровней знаний. Сегодня ее фамилия на обложках многих татарских учебников. Опираясь на свой опыт, она разрабатывает учебники и методические пособия для изучения татарского языка и русскими детьми. Но, по ее словам, ее учебники – это всего лишь норма. А чтобы сделать преподавание качественным, каждый учитель должен выйти за рамки этих правил. Он дает учащимся, говорит: вот вам 3 варианта заданий, выбирайте то, что вам нравится, то, что тебе под силу. Вот, то, что тебе под силу. Та же самая какая-нибудь игра на татарском языке. Вот он в садике английский изучал в игровой форме. И он английский знал лучше, чем русский. А учебники, ну да, с одной стороны, я могу понять, кому захочется работать там по принципу перевел, написал, прочитал, и дома то же самое. Тут как бы, ошибка учителей, вина учителей тоже есть. Форма, методы обучения родному языку, к сожалению, они еще не совершенны. То есть мы массу времени тратим, результата нет. Нужно менять методику.
Мәсәлән, мин өйрәнер идем испан телен. Менә өйрәндем, каядыр бардым Испанияга 2 көнгә, рәхәтләнеп кайттым. Мин бит Татарстанда гомер буе яшим. Мин татарлар белән сөйләшәм, мин алар белән аралашам. Твердая 5 по татарскому, красный диплом педагогического вуза, и вот она. Учительница татарского языка и литературы из чисто русской семьи. Екатерина Александровна Панова. Мы обойдемся без перевода, чтобы показать этот уникальный случай для Татарстана. Миннән килеп сорадылар, сез керәшенме, әле орысмы? Мин әйттем, орыс. Сез өйрәнгәчтен, без дә өйрәнә алырбыз дип әйтәләр. Екатерина Панова – это то, что должно было стать правилом в Татарстане, а не исключением. Татарский язык в Татарстане как государственный преподается с 1992 года. Это уже 20 лет. 20 лет выполняется государственный заказ. За эти 20 лет выросло не одно поколение людей, не знающих татарского. В простой средней школе не хватает простых воспитанных родителей. Вот как можно жить окруженным этой атмосферой и не понимать, что происходит рядом с тобой? Это то же самое, что вот у нас есть 2 глаза, 2 уха. Как бы один глаз мы видим, а другой закрываем. Да? Вот русский, вот татарский. Вот я татарский закрыл. Это же не полная картина мира. Сравним 2 учебника по татарскому и английскому языкам. Как говорится, 2 большие разницы. Красочный английский, здесь и герои мультфильмов, и интересные грамматические задания. Учебники по татарскому заметно блекнут на их фоне. Все, что касается смешариков, лунтиков. За последние годы книгопечатание в России сделало заметный рывок. Сегодня в магазинах огромное разнообразие детской литературы именно для самых маленьких. Переиздают и Маршака, и Барто, и Чуковского в новых, интересных, доселе невиданных форматах. Такие вот книжки в татарском варианте, на татарском языке, татарских авторов дефицит. А здесь вот удивительно, что при востребованности коммерческой, то есть никто этим делом не занимается. Вы в своей практике когда-нибудь видели аудиодиск на татарском языке? Я не видела. В нашем магазине ни разу не было. В этом большом красочном книжном магазине книги на любой вкус и цвет. Одна скромная полка для тех, кто хочет изучать татарский язык. Здесь можно увидеть целый стеллаж изучения английского языка. Здесь и грамматика, пожалуйста, вам, и учебники разнообразные, и самоучители, тоже вот целые ряды. Здесь нужен драйв, энергия. Этот конкурс «Татар-КЗ» отличается самобытностью и национальным компонентом. Но сегодняшние конкурсанты рьяно демонстрируют публике то, что называется интеграцией и глобализацией. Детский татарский канал на ТНВ появился в сентябре 2009 года. За это время здесь сделали самое главное открытие, хотя оно, по сути, старо как мир. Дети нуждаются в программах на татарском языке. Многие из этих ребят еще пару лет назад даже не представляли себе, что смогут так научиться говорить. И зачастую маленький зритель хотел бы видеть и слышать татарскую речь не только 2 часа в день. Вот детский молодежный канал Еш ТНВ на татарском языке. У нас, конечно, мы в день вещаем по 2 часа. Этого мало. Даже вот мы с ребенком смотрим, с сыном, и он говорит: «Биктизбит, ты очень быстро, говорит, кончилась». Почему, говорит, очень быстро кончилась? Ты же работаешь там, а не почему ты этого не можешь? Конечно, я с душой желаю, чтобы этот канал на татарском языке 24 часа работал. А это уже Набережные Челны. Эта неделя для живущих здесь татар принесла не самую приятную новость. Родную татарскую школу объединяет с русской гимназией. Для многих учащихся это неизбежная потеря языковой среды. И это действительно так. Поглощение происходит моментально, как правило, за считанные месяцы. И этот процесс восстанавливать придется годы. Зачем ее надо именно в 27-м комплексе соединять именно с татарской школой? Зачем создавать конфликт на пустом месте, межнациональный конфликт между детьми татар и русских? Зачем? Сейчас пропадет эта школа, потом пропадет наш язык, потом мы забудем и свою историю, и потом пропадем мы сами. Человек, который не уважает себя, это не человек, это мусор. Народ, который не уважает себя, это куча мусора. Вот как бы не оказаться в истории человечества мусором. Эльзира Юзаева и Роман Безменов. 7 дней. Я очень часто слышу от своих знакомых: зачем нашим детям татарский язык? Он не нужен. Дело дошло до того, что инициативная группа родителей из Татарстана уже написала открытое письмо министру образования Андрею Фурсенко с требованием ни много ни мало
защитить права русскоговорящих детей региона. Не хотелось бы обижать этих родителей, но скажу, это, по крайней мере, неумная, недальновидная позиция. Объясню почему. Разве можно сохранить национальное согласие, не зная языка, культуры, обычаев народов, живущих вместе уже сотни лет? Давайте возведем языковые, религиозные барьеры между нашими детьми. Следом придут националисты и экстремисты и разорвут эту страну на части. Знание языка позволяет нам лучше понимать друг друга. Не зря Владимир Путин, приехав в Казань на празднование тысячелетия, много говорил на татарском. Это знак уважения руководителя многонационального государства к своему народу. Казанын мен еллык язмышында Россияның әһәмиятле тарихи этаплары чыгылыш тапкан. Һәм ватанын безнең, это еще не все, что я имею. Һәм ватанын безнең язмышында кезгедәге кебек чыгылган. Береде объектив проблемаларда һәм чин мәгәсендә уникаль Россия дәүләтчелегенең барлык өстенлекләре ашык күренә. Күп кәсерле, күп милләтле, чин күп конфессияле дәүләтчелек. Казан бердән Россия милләтен формалыштыруда бердәм һәм тулапкан Россия халыкларының үсүенә үзенең чин кабатланмас тарихи ролен уйнады дип әйтү һич артыру булмас. Һәм шуны әйтергә кирәк, юбилейны оештыруга Казанның Россия өчен зур әһәмиятен тәрен аңлап якын килдектә. И еще, татарский язык сегодня входит в тройку самых изучаемых языков в России, наряду с английским и русским. Он входит в тюркскую языковую группу, а значит, человек, знающий татарский, может изъясняться со многими представителями этой языковой группы. Кто знает, может, наши дети будут строить дороги в Казахстане или добывать газ в Туркмении. В России с каждым годом становится все больше иностранных рабочих, в основном из республик Средней Азии. Когда я иду на рынок и говорю продавцу урюка «Салям алейкум» и «Сен саума», он меня понимает. А посмотрите, кто водит наши автобусы, кто убирает наши дворы. Нам предстоит жить вместе, предстоит общаться, предстоит находить общий язык. И знание татарского здесь очень понадобится.